Так, ассаламу алейкум. Сегодня у нас в гостях Гойгов Рустам. Можешь поздороваться с ребятами, кто смотрит нас. Салам алейкум, Ассамин. В общем, Рустам, небольшую информацию о тебе, о том, что ты вырос и родился в Ингушетии, это важно, и то, где ты оказался, да, и вот этот путь, который тебя привел как бы к США, то, что ты учился в Московском государственном техническом университете по Мгм. специальности управления информатикой в технических системах. О том, кем ты стал впервые работать в США, тоже поговорим. Что тебя привело там в Microsoft и почему ты оттуда уволился. И расскажешь про стартапы, которые у тебя были. Я думаю, это не один, возможно, стартап. Может, какой-то закончится провалом перед тем, как появился успешный. Поэтому давай начнем. Можешь начать свой рассказ, с чего хочешь, как бы тебе решать. Я могу тебе задавать наводящие вопросы. Всем интересно узнать. Хорошо, договорились. Начну с того, с того, что я представлюсь. Меня зовут Рустам. Я родился и вырос в Ингушетии. Родился во Владикавказе в 90-м, потом переехали. Поселок Майский есть такой рядом, с городом Назрань находится. Родился, вырос, учился в Ингушетии в школе обычной. А, И в 17 лет переехал в Москву для Мгм. учебы. 5 лет отучился в Москве как ты уже сказал, управление информатикой в технических системах. Изучали всякие а, очень базовые вещи, не совсем связанные с программированием, но с инженерией. И в 2012 году, сначала в 2010 году я поехал в Америку. Есть такая программа Work and Travel называется. Ага, Это да. по обмену студентами. То есть приезжаешь в Америку, здесь тебе дают разрешение на работу на 4 месяца, ты работаешь и потом обратно возвращаешься и продолжаешь учиться. Это пока учишься в университете. Мгм. Так я приехал сюда в 2010 году, мне понравилось в Америке, потом поэтому к 2012 году я решил еще раз поехать, попробовать, посмотреть, как здесь, что здесь интересного есть еще. И в итоге приехал сюда, документов не было. Получилось так, что пришлось как-то зарабатывать на жизнь а, и оплачивать свою учебу, которую я здесь еще начал Мгм. в Америке. Ну, дополнительно обучаться, чтобы войти в IT-сферу, Мгм. потому что у меня не было никакого опыта, когда я приехал в Америку, и мне нужно было как-то набраться его. Вот. А где ты работал? Я работал на стройке 1,5 года. Я строил Ага. дома. Э, Прикольно. так что так что опыт постройки домов у меня есть. Э, Ага. Могу построить в какой-то момент. А, вот, Учился, работал на стройке, потом, первую работу здесь нашел. Первая работа была, первая работа официальная, тестировщик программного обеспечения. И, нужно мне объяснить, что это? Ну, ты можешь Или рассказать, да, вкратце. а, да, да, Есть разные виды тестирования, да? то есть есть программисты, которые пишут, программное обеспечение, программы разные, а есть, тестировщики, которые приходят, кликают там на каждую кнопочку, проверяют, работает ли, программа в соответствии с документацией, в соответствии с тем, как она должна работать. Мгм. Контроль качества, наверное, более описывает эту, позицию лучше. Мгм. Устроился как интерн, на тестировщика, э, 4 месяца проработал там. Пока работал там, параллельно еще работал в, компании Uber, но, водителем. То есть, я Мгм. думаю, у нас в России есть эти Uber. Да-да. А, и там больше известно как Яндекс Такси, наверное, есть такие. Ну Мгм. вот, что-то типа того. И 4 месяца работал тестировщиком интерном, и меня потом перевели на полную ставку, и я стал работать на полную ставку тестировщиком. В компании, маленькая компания, это медицинские какие-то приложения писали для госпиталей, чтобы там, когда в госпиталь человек приходит, там его надо зарегистрировать, записать его Мгм. данные, там,
страховку и так далее. Такие вот приложения писали в этой программе, в этой компании, и я там тестировал 1,5 года. Потом мне очень интересно было программирование само, но у меня не было никакого опыта. И мне так повезло, что команда моя была, в основном состояла из русскоговорящих, вот куда я устроился. И как бы я задружился с людьми, которые работают там, начал общаться с программистами. Они мне начали объяснять, как писать программу, что делать, что изучать. И я потихоньку начал изучать. И в течение там полугода, наверное, или в течение года, скорее, как только я устроился, я как бы переквалифицировался в программиста, написав одно приложение, которое помогло всей компании там улучшить процессы. А можешь подробнее чуть-чуть рассказать? Вот тебя обучили, ну, каково это быть тестировщиком? Тебе рассказали, что нужно делать, тебе дали руководство. То есть ты начал делать что-то по инструкции, так? Да. Помимо этого, ты нашел какую-то, может, команду, которая тебя поддержала, там, может быть, ты находил интернет-ресурсы параллельно, чтобы, ну, пытался выделиться в любом случае, ты понимал, что у тебя там не так много шансов, может, как у других, да? Да. Ну, смотри, как было. Я устроился тестировщиком, и, ну, вся есть документация. Для тестировщиков там, на самом деле, это очень такая простая работа, но это как бы entry level, там, входной порог, наверное, в IT-индустрию, где ты просто читаешь документацию, там написано, нажимаете такую-то кнопочку, нажимаете сюда, у вас должно появиться такое-то окошко. И ты просто проверяешь вот это все шаги и работаешь с этой программой. В итоге, по мере того, как я работал, я понимал, что очень много вручную мне приходилось делать одно и то же. Нажимать сюда, туда, потом идти к каким-то программистам, просить достать данные из базы данных, чтобы я сверил это с тем, что есть в приложении. И очень много таких ручных шагов нужно было делать. У меня больше никаких знакомых не было, кроме вот людей, которые работали в этой компании. Поэтому я как бы держался этой команды и общался со всеми, кто работает там. Посторонних каких-то курсов или чего-то такого я попытался поизучать по Ютубу программирование, но было очень сложно, непонятно. Пока у тебя не будет живой человек, который тебе будет объяснять и отвечать на твои вопросы, это очень, очень сложно поначалу, может быть, изучать самому. Вот. И я изучал и написал программу сам в итоге. Это круто. И меня сделали программистом в этой компании, я еще там проработал пару лет потом. Вот у нас тут Магомед Мархев еще подключается, у него проблемы были со связью. Давай его тоже добавлю к нам. Он у нас с веб-камерой тут разобрался, в отличие от меня. Так, Мохмед, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ты смог подключиться к нам? Я прошу прощения у меня были небольшие неполадки технические. Очень приятно видеть тебя, Рустам. Но мы с тобой, если честно, да, заочно с тобой знакомы. Я как-то наткнулся на тебя на просторах интернета еще, наверное, 3 года назад. Вот. Мы с тобой даже переписывались какое-то время. По-моему, в ВК даже, не в Фейсбуке. Вот, я интересовался, как ты вообще проделал этот путь. Вот. Такие дежурные вопросы, если можно, да? Все хорошо, все нормально. Я прошу прощения, я пропустил вот эту первую вводную часть. Да, мы сейчас общались про то, как он из тестировщика перешел на программирование, на уровень программиста. Меня, если честно, интересуют вопросы немного более до раннего периода, если можно. Да, конечно. Давай, спрашивай. Насколько я знаю, ты окончил МАМИ, да? По специальности программист. Да, инженер-программист. Вот какую базу тебе дало тебе вот это образование и дало ли вообще какую-нибудь базу? Вот мне интересно. Такое дело, что у нас, к сожалению, в университетах обучают немножко устаревшая программа. И насчет базы, там больше было, наверное, как инженер, чем программист.
где я учился. Возможно, в других каких-то университетах это чуть-чуть по-другому, но где я учился, там нас обучали очень базовым там электронике какой-нибудь. Ты изучал, как там ток проходит через транзисторы. И в тот момент, когда тебе рассказывают про транзисторы, ты не понимаешь, что транзисторы — это часть там процессора или чего-то такого. И тебе просто объясняют, и ты не понимаешь, зачем это. Это вопрос к тому, что вот когда математику в школе преподают, если бы детям показывали бы, что вот математика, вот ее можно применить в такой-то области, тогда бы детям было бы это интереснее изучать математику, чем просто тупо следовать там 1 + 1 = 2, все запомнили. Вот такой вот опыт был. Я, конечно, там получил базовые знания, именно очень low level, ну, низкоуровневые знания, которые больше приближены к процессам, которые происходят. Больше поверхностные, да, наверное? Они на самом деле не то, что поверхностные, они прям базовые, очень базовые, и там среднестатистический программист, наверное, даже про эти вещи не знает. Там, каким образом работают там транзисторы, которые там находятся, там, миллионами находятся в процессоре. Это уже вот такой очень низкий уровень, больше приближенный к железу, и нет необходимости такой большой знать для среднестатистического программиста. Нам это там преподавали, и, наверное, это помогло мне тоже. Ну, это тебе пригождается вообще в твоей повседневной как бы жизни и вообще в работе? Именно в повседневной жизни, наверное, нет, но оно помогает, когда ты изучаешь какие-то, даже когда ты изучаешь язык программирования, ты можешь там подумать о том, как оно все устроено на очень, как твой язык, то, что ты пишешь там в коде, как оно вообще применяется на уровне железа, и ты можешь оптимизировать какие-то моменты. Но когда ты просто пишешь программу какую-то, наверное, ты об этом не думаешь. Это скорее, наверное, если ты работал бы там напрямую с железом, тогда пригодилось бы. Я правильно понимаю, что Мохмед ведет к тому, что не обязательно заканчивать Московский технический университет, чтобы стать айтишником в США. Абсолютно. Наверное, абсолютно это ты имеешь в виду. Да. Хорошо. Если в этом вопрос, то нет. Ага. Это, кстати, важный вопрос, потому что многие, кто нас смотрит, вообще, еще, может, не учились в университете и даже не мечтают попасть там куда-то в такой, Я просто, знаешь, есть такой момент, когда, мы же мыслим стереотипами многие, да, и всем кажется, я очень часто слышал, когда там, поднималась вот эта тема насчет вообще Америки, и все говорят, что зачем мы там нужны, и что такие шапкозакидательские такие настроения, когда говорят, что, а я там, кому я там сдался, по большому счету, как там наверняка своих там специалистов и все такое. Я вот хотел немного параллель провести, вот на твоем примере, да, насколько я понял, вот после того, как ты окончил университет, наверняка вы изучали какие-то базовые там какие-то, знаете, связанные с языками программирования, да, там, может, какие-нибудь Delphi, там, Pascal, еще что-нибудь там. Вот. Но по большому счету багажа вот такого начального тебе хватило, да, для того, чтобы потом в последующем... Но, насколько я понял, ты переквалифицировался в тестировщика, да, правильно? По приезду. По приезду в Америку, у меня не было никакого опыта, я знал электронику чуть-чуть, и, электроника это связано каким-то образом косвенно. Но опыта никакого не было, знаний никаких не было. Я даже больше скажу для тех, кто понимает там, чуть-чуть в программировании. Первую программу, которую я начал по приезду сюда писать, я думал, что я могу написать программу на HTML. Настолько были такие мои знания. А если говорить... если говорить о дипломе, вот диплом тебе пригодился? Нет, здесь не спрашивают диплом. Здесь что делать? Здесь проверяют, есть ли у тебя вообще диплом, когда ты устраиваешься на работу. Но они делают запросы в университеты, и, естественно, наши университеты им как-то не отвечают. И они просто там в строчку ставят, типа, проверить, что у него есть диплом, там не получилось. Ладно, типа, уже взяли на работу.
Хорошо, давайте тогда продолжим диалог. Получается, что ты написал программу, которая помогла медицинскому учреждению, да? Да. Я ее А в чем написал заключалась? На HTML. на HTML, да, и показал своим коллегам-программистам, говорю, я вот уже все сделал, но надо, чтобы оно просто чуть-чуть там работало. Ну, они чуть посмеялись и пообъяснили. А, а, Смысл был в том, что я был тестировщиком, и очень много ручной работы мне приходилось делать, очень много приходилось обращаться к людям, которые умеют пользоваться базами данных, чтобы они мне выдавали там данные, чтобы я там сверял. Занимала там одна задача, допустим, занимала пару часов, чтобы сделать одну какую-то задачу по тестированию. И проработав где-то месяцев 8 тестировщиком, я понял, что нужно что-то менять. И написал такую программу, которая упрощает все эти процессы. И задачи, которые можно было выполнять за 2 часа, теперь можно было бы там, не знаю, за 3 минуты выполнить. И в итоге сделал эту программу, там мне помогли ребята, я им очень много общался с программистами, они мне помогали, рассказывали. В итоге полноценный продукт появился, я представил это там начальникам, они похвалили, я сказал, ну вот теперь я хочу программистом стать, давайте сделайте меня там джуниор-программистом, чтобы я уже не занимался тестированием, а занимался программированием. И вот. То есть ты вот так вот просто сказал им, типа, вот я перед вами, дайте мне огуречный сок и массаж ног, что так это выглядит. То есть они Да, согласились тебя обучать? Ну, нет, я уже как бы, меня обучали мои коллеги. Я дополнительно, помимо того, что я делал тестирование, я еще просто сидел, свое время тратил и писал эту программу. В итоге, как я ее написал, я представил это начальнику, говорю, вот я умею программировать, вот я сделал такую-то программу, я нашим тестировщикам сохраняю там много-много-много часов работы в день. То есть ты сильно выделился на фоне остальных тестировщиков, правильно? Да, но тестировщики остальные, они как бы и не думали о том, чтобы стать программистами. У меня не было цели стать тестировщиком, но это это был такой путь, как мне попасть в какую-то компанию, более-менее связанная с тем, чтобы работать с компьютерами, с программами. Угу. Вот. Ну, если можно, я бы задал один вопрос, потому что он меня лично интересует даже, как, вот хотелось бы вот немного отмотать в прошлое, да, вот и узнать насчет, насколько я знаю, ты учился у Портнова, Михаила Портнова в школе. Да. Вот, мне интересен вот тот период жизни, да, вот ты после того, как ты попал в Соединенные Штаты, да, это была первая, так сказать, ступенька, которую ты вот окончив, которую ты попал в мир IT, да, насколько я понял. Вот, расскажи именно, вот о самом процессе обучения. Тебе, в принципе, как мне кажется, не так сложно было влиться, потому что там, насколько я знаю, есть люди даже, которые далекие от IT, и они даже как-то переучиваются и начинают свою карьеру в этой сфере, в этом направлении. Вот, расскажи именно об этом времени и вообще, как все прошло, устроило тебе, понравилось тебе. Вот, и как человек, мне вот интересен, допустим, этот человек, Портнов Михаил, да, и вообще и система обучения, как эффективна она, неэффективна. Они вроде гарантируют, насколько я знаю, они гарантируют тебе трудоустройство, хотя бы стажировку, да, вот этот internship. Да. Вот, а уже все остальное зависит как бы от тебя. Вот расскажи, кто такой Михаил Портной. Да. Сейчас расскажу все, давай. И еще один момент. Если есть какие-то вещи, которые в пределах НДА или там твоего личного мировоззрения, ты можешь сказать, что я хотел бы опустить эту тему, и мы ее опустим. Хорошо? Договорились. Расскажу вот как было. Я приехал в 2012 году в Америку и работал на стройке. Сразу же устроился на стройку работать, потому что не знал ничего. Начал там с какими-то людьми общаться, мне посоветовали этого Портнова. И как раз-таки этот Михаил Портнов, он обучает тестированию. Вот куда я устроился на первую работу, он мне помог найти интерншип. Это там в США, получается, да? Да. И в 2013 году я, получается, пошел к Портнову.
где-то в сентябре обучался 4 месяца и после этого нашел интерншип. Что это такое? Это просто школа, куда ты приходишь, тебе рассказывают, как происходят процессы работы в IT-компаниях, какие нужно знать там термины, какие программы изучать, нужно ли какие-то языки изучать. Все это есть уроки, там ты приезжаешь, есть разные, там, ты можешь и вечером приехать, можешь и утром приехать, смотря как тебе удобно. Мне было удобно вечером ездить, я после работы выезжал, и мне нужно было ехать там час оттуда. Город есть здесь, Пало-Альто, может, слышали. Это же ужас, как ты вообще справлялся? После работы еще ездить вечером в школу, учить, потом возвращаться еще час. Мало того, что туда, на дорогу в одну сторону, это получается в другую сторону тоже еще 1 час. Я понимал, что если я этого не буду делать, то я... Можно билет домой покупать, да? Были такие мысли, что, а что я буду там... Приехал в Америку, буду работать на стройке до конца своей жизни. Наверное, не хочу. Поэтому нужно было собрать свои силы в кулак и ездить. А насчет онлайн-обучения? Насколько я знаю, у него есть еще онлайн-обучение. Теперь есть. После пандемии, наверное, это все больше стало актуально. Но на тот момент, в 2013 году, в основном были обучения личном присутствии. Да, очно. Там не только Портнов обучает, он там один какой-то урок преподает. Там есть у него много учителей, которые занимаются этим, каждый свою тему рассказывает. Я на самом деле, когда к нему пришел, он сначала тебя тестирует на знание английского, потому что они преподают на английском. Хоть и русскоязычные преподаватели, они преподают на английском, чтобы люди понимали. То есть смысла без английского свободного такого, хотя бы технического такого небольшого, немного, нет туда идти, да? Если ты не будешь понимать, то смысла, наверное, нет. Если ты понимаешь разговорную речь, то можно. Технические какие-нибудь термины? Технические термины там не важно знать, потому что люди приходили, как ты уже сказал, с любой области. Там пришел человек, он был учитель английского языка, он американец был, он туда пришел, в эту школу. Не умел создать папку на компьютере, он не пользовался компьютером. В итоге научился за 4 месяца и начал заниматься, мы вместе с ним устроились на работу. То есть... каких-то технических знаний больших, вообще даже если небольших, даже не обязательно. Если есть желание, то ты можешь этому быстро научиться. Ну вот Портнов меня не хотел брать сначала. Он мне дал книжку, говорит, вот переведи страницу, прочитай, говорит, абзац и переведи мне. У меня был какой-то базовый английский на тот момент, но чтобы там было много технических терминов, которые я не встречал. И я еле-еле как-то перевел, и он говорит, слушай, у тебя нет хорошего английского, тебе нужно... тебе не стоит, приходить ко мне в школу. Я им начал, с ним пообщался, говорю, мне нужно, я понимаю, я буду учиться. В итоге, то есть я был удивлен, я думал, я же плачу деньги, ты берешь меня, а он нет. Если ты не будешь понимать, это ему на самом деле минус, потому что он будет со мной потом мучиться, искать мне работу. Да, ему будет сложно с тобой, конечно. Будет посылать тебя на всякие интервью, на собеседование в компании, а ты там не можешь 2 слова связать. Ты представляешь его, получается, правильно же? То есть его школу и его самого личного, наверное. В какой-то мере, да. У него есть договоренности с разными компаниями, что он таких новичков им присылает. Компании это выгодно, потому что они платят очень маленькую сумму за работу в интерншип. То есть, им выгодно, ему выгодно, всем выгодно. Это сколько получается? По времени несколько месяцев, наверное, да? Может, по-разному бывает, но у меня получилось 4 месяца. 4 Тебе платили там по копейке, да, по большому счету, долларов 15, наверное, да? Доллар 15 я был бы тогда счастлив. На самом деле платили очень мало на тот момент. Это было $8 в час. Чтобы понимали люди, этого не хватало даже на квартиру заплатить.
Хотя минимум, по-моему, считается, насколько я помню, это $10, наверное, было тогда в тот момент. На тот момент 10 или 12, что-то такое было, но для интерншипа, то есть для практики, это не применяется это правило. И они платили $8. Вот смотри, они тебя научили мануальному вот этому ручному тестированию, правильно? Да. Угу. Ручному тестированию научили, чуть-чуть рассказали про там SQL, это язык для того, чтобы делать запросы в базу данных. Чуть-чуть научили, показали, как можно сделать автоматизацию тестирования. Это уже мы потом сами обучались в своих компаниях, когда ты устраиваешься, ты можешь сам там предложить инициативу, сказать, я хочу сделать автоматическое тестирование. Начинаешь потихоньку писать код. Да, Рустам, расскажи конкретно, чем ты помог медицинским учреждениям своим предложением. Как тебе это пришло в голову вообще? Ты изучал, как работает медучреждение в США, у тебя был какой-то опыт взаимодействия с этими госпиталями? Да, вот приложение, над которым я работал, которое я тестировал, это приложение, которое стоит на компьютерах у людей в госпиталях. Они могут смотреть пациентов, там, записывать туда их... Детали осмотра, да? Детали осмотра, все, и страховка, и платежи, все. Вот это приложение мы писали. Причем сначала страховку, да? Ну, сначала страховку, как в США, это же такое платная медицина. Проверка страховки, да, это такая большая потом уже тема. осмотр. Ага. Вот, я на самом деле помог не медицинским учреждениям, я помог компании, в которой я работал, всем тестировщикам, которые работали в компании. Таким образом, что, как я уже говорил, человек тратит 2 часа на задачу какую-то, чтобы протестировать какой-то кусок приложения. Теперь им приходится тратить только 3 минуты после написания этого приложения. То есть я автоматизировал очень большую часть работы. А ты пришел к этому как? Ты провел какой-то анализ, ну, ты делал его самостоятельно, либо ты предложил это разным ребятам, там, которые тоже работают? Очень просто, на самом деле, идея пришла. Я занимался этим, тестированием там в компании около 8 месяцев, до того, как мне пришло это в голову. То есть ты сидишь и делаешь, ты нажимаешь кнопку, потом нажимаешь другую, потом бежишь к человеку, берешь там какие-то данные, прибегаешь обратно, смотришь. И ты начинаешь замечать паттерны, ты начинаешь замечать, я это делаю постоянно одно и то же. Можно же это как-то автоматизировать. Тут, любой человек, ты посади его, он может это сделать. Значит, это можно, там не нужно динамически настраивать свои движения, то есть свои actions. А мы знаем английский, кстати, можешь иногда вкидывать. Иногда я думаю, тоже знает. Да. Вот, и таким образом понял, что нужно автоматизировать это все, что сделать какое-то приложение, которое будет помогать доставать там данные из базы данных легко очень, отправлять данные в это приложение, как будто бы зарегистрировали нового пациента. И все вот эти вот моменты автоматизированы были. Я в первую очередь, я такой думаю, мне нужно облегчить мою работу, потому что меня это занимает очень много времени. Это, как говорится, лень двигатель процесса. Да, все верно. Таким образом. Хорошо. А дальше каков был твой путь? Что произошло? Тебе предложили вакансию? Дальше, на самом деле, мне никто... мне в этой компании мне ее сами они не предлагали, я сам как бы сказал, что мне надо, я хочу, дайте мне минимальную зарплату программиста, и я буду работать там с утра до ночи. Но они оценили твое предложение, твой новый шаг. Конечно, да. И после того, как я показал это приложение, там, около 150 человек из компании, которая там из 250 человек состояла, написали отзыв на это приложение, потому что пользовались не только тестировщики, но и продакт-менеджеры, и проект-менеджеры, и скрам-мастеры. Все пользовались этим приложением в той или иной степени. И все отзыв написали на это приложение. И это, естественно, очень было большим плюсом, потому что
помогло всем. Я стал программистом, начал программировать, сидел, программировал. Где-то в 2015 году, в середине 2015 года, это вот тогда, когда я стал программистом в этой компании. И на тот момент я уже подумал, ну, я уже программирую, я уже умею что-то делать, надо начинать потихонечку искать работу программистом, но уже в другой компании. И с тех пор прошло 2,5 года, пока я нашел новую работу. То есть я искал, с тех пор, как я только начал программировать, я начал искать работу программистом. И 2,5 года я ходил на собеседование, пытался устроиться и джуниором, и мидлом, и синьором, и, ну, никуда меня не брали. В общем, получалось так, что я просто набирался опыта в прохождении собеседований. А вот можно спросить, ты подавал резюме свое, вот как вообще устроено в США? Ты ищешь, ну, ты понимаешь, что у тебя там не супер левел, да, не супер уровень. Ты находишь какие-то местные компании, да, которые там работают в штате, допустим, на кого-то, да, на администрации или там на частные какие-то вещи. Либо ты искал филиалы крупных компаний, они же там в разных штатах размещены. Как вообще это происходит? На самом деле, когда первую, вот эту работу искал, просто подряд. Ты открываешь LinkedIn, ты смотришь работу программиста, и тебе выдается просто список любых компаний, где нужны программисты. И ты идешь и по очереди просто... Потому что, ты... Методом тыка. Методом тыка, но не пропуская компании, просто засылаешь свое резюме каждой компании. Потому что заслать компании свое резюме и ждать там, не знаю, 2 недели, это невыгодно тебе, потому что они могут тебе вообще не ответить. И много предложений тебе поступило? Там я в день, допустим, где-то 20 компаний засылал свое резюме. Но у тебя был выбор, да, в итоге? Не было у меня выбора. Пришло в 0, да? Я засылал очень много, но очень-очень маленький процент. Отвечали, какой-то процент отвечали, говорили, спасибо вам за интерес к нашей компании, но вы нам не подходите, ваши квалификации нам не подходят. И такие ответы очень часто встречались. Какая-то компания отвечала, говорила, давай поговорим. Вот сейчас, смотря на как бы то резюме, можешь ли ты сказать, что это резюме было плохое, а не то, что ты, типа, не то, что компании как бы отказывали тебе там? Я уже его потерял, это резюме, но я примерно помню, что у меня там было, и я понимаю, почему могли так отвечать. Во-первых, там не было опыта работы написано. Там я написал опыт работы, по-моему, 2 года, потому что я работал тестировщиком там 1,5 года и полгода, допустим, программистом. Я писал, что у меня опыт 2 года. А обычно люди здесь, это уже, знаете, так получилось, что люди просто прибавляют себе опыта в резюме. И когда они видят 2 года, они понимают, что человека 0, вообще нету опыта, он просто написал 2 года. Что, в принципе, практически было и правдой, потому что у меня было полгода. В итоге... Получилось тогда? Как ты устроился? В итоге я повысил через еще год. Я повысил еще на год свой опыт, потому что, в резюме, у меня уже в резюме было написано 3 года. Также ходил по интервью, пытался проходить. Очень хорошо проходил, бывало, но почему-то не брали. Теперь, вспоминая эти моменты, я понимаю, может быть, у меня не было таких софт-скиллов, не мог хорошо общаться, наверное, именно правильно общаться. Не то, чтобы по-английски не умел говорить, а именно правильно как-то достраивать разговор. Диалог, да? Да. Но английский у тебя уже был хороший такой, да? Я бы не сказал бы, что хороший, но был достаточно. Достаточно для собеседования. Я вспомнил выражение, даже, по-моему, Портнов говорил, не смог себя продать, да? Отлично, да. Это вот не мог, не умел. Но я ходил на собеседование 2,5 года, и за 2,5 года около 30 собеседований именно уже в самой компании, когда ты приходишь уже туда, к ним, и сидишь там по 5 часов, около 30 было.
И за эти 30 собеседований я научился продавать себя и Конечно. рассказывать свои те стороны, которые им интересно услышать, а не рассказывать там, как я ловил бабочек в 5 Ну, классе. ты не устраивал презентации, какие-то представления, не знаю, там, не залетал с ноги, не пытался произвести, знаешь, от харизмы своей, не брал? Нет, тогда страшно было. Ты приходишь на собеседование, ты там думаешь, Зажато, блин, да? это последний. Да, очень зажатый, боялся, думаешь, сейчас откажут, что же делать. В итоге в одну компанию пришел и прошел именно и с точки зрения, с технической точки зрения, и с точки зрения софт-скиллов. Очень хорошо прошел интервью и получил старшего программиста, позицию в новой компании. Компания была финансовая. Moody's Analytics, очень крупная компания с кредитами, с финансовыми этими всеми операциями связанная. Туда получил работу свою. Она И сейчас там существует? компания существует, да, она достаточно большая, она еще растет, по-моему. Но вот там проработал я 1 год и еще набрался больше опыта. И когда ты видишь, что... Ну, у меня было чувство, что мне нужно уже, что я уже готов к этой работе, но меня никуда не брали. И это очень сильно бьет по тебе. Но если ты в этот момент сдашься и скажешь, ну, значит, я не способен на это, тогда ты будешь сидеть, где ты и сидишь, и не двинешься никуда. То есть всегда нужно двигаться, и через год работы в этой компании я понял, ну, ты видишь окружение свое, ты понимаешь, что ты как бы не уступаешь уровнями им ни в каких моментах. И тогда у тебя чуть-чуть больше уверенности появляется, и начинаешь опять искать работу. То есть я там проработал 1 год всего лишь. Меня через 8 месяцев в той новой компании из старшего программиста, чтобы я не ушел, они меня еще и повысили там. А через 8 месяцев, это очень такой быстрый срок, меня повысили до главного программиста в той компании. И я еще главным программистом там проработал 4 месяца. В итоге получилось год. Ага, скажи, вот ты в процессе за эти 8 месяцев занимался самообучением? То есть помимо того, что на работе делаешь какие-то задачи, ты приходишь домой, допустим, открываешь YouTube, еще что-то? Я и на работе этим занимался. То есть так получается, что ты когда работаешь, если ты быстро работаешь, ты можешь там половину времени своего там потратить на себя и сделать что-то там, чему-то обучиться. И я занимался весь этот год самообучением. У меня был там блокнот такой лежал, где я рисовал графы и обучался там алгоритмам по графам, потому что я хотел устроиться в какую-то крупную компанию, а там нужно было знать хорошо, понимать такие самые сложные алгоритмы, которые построены на графах. Можно сделать вывод, мне кажется, со слов Рустама, что вот те самые вот эти ручные тестировщики, которые, да, ну, не сдвинулись с места, вот о которых ты говорил, когда ты работал в медицинской, да, компании, этим-то и отличает. Вот, мне кажется, ручные тестировщики никогда не станут программистами, если они не будут развиваться, да. То есть они сидели, их это устраивало наверняка, и вот они никуда не двигались и спокойно сидели особо. Ну, и чтобы расти, мне кажется, по-любому нужно саморазвитием заниматься, и без этого никуда. Что удивительно, да, что в такие важные идеи, такие вспышки, скажем, да, приходят одному человеку там из сотни, из тысячи, неважно, ты приходишь в коллектив, ну, ты как свежая кровь, а опять же, он долгое время там тестировал и тоже не задавал вопросов, да, именно, знаешь, на каком-то уровне. Но потом он собрал какой-то опыт свой, начал понимать, что можно сделать что-то крутое, что-то более проще, да, упростить работу как-то. И получается, Ингуш из поселка Майского, да, ты сказал? Да. То есть ты из поселка Майского поехал в Москву, потом поехал в США. А в каком городе ты находился? Сан-Франциско. То есть ты все время свое проводишь в Сан-Франциско, я так понимаю? Да.
чувак из Майского, понимаешь, Мага, поехал, поехал быть там ручным тестировщиком, да, как-то еле что-то получилось у него, там сидит на задней парте, что-то Мне знаешь, пытается что интересно? Как? писать Сан-Франциско, французском. насколько я знаю, это один из самых дорогих городов. А у него даже название такое галантное, понимаешь, это Сан-Франциско. Да. И Звучит, как будто ты под вином просто все то есть время там ходишь. ты до сих пор, ты сейчас не в Сан-Франциско, правильно? Сейчас Он Сан-Франциско сейчас живу, да. тоже в Сан-Франциско. Он просто более элитном районе, видимо. Получается, все время, которое ты изначально был в Сан-Франциско и никуда не выезжал, да? Или как? Или приходилось? А, Ну, На я не один... считаю там Силиконовую долину, там, да, вот Кремниевую и все Мгм. такое. Я имею в виду, жил ты всегда в Сан-Франциско, правильно? Да, да. Я переезжал на год буквально на 15 минут от города, потому что было ближе к работе, в первой работе, где я работал. Но потом мне там не понравилось, я опять вернулся. То есть я здесь нахожусь уже 9 лет, но 1 год я жил в городе, который был рядом с первой работой. Просто 15 я минут. знаю, что насколько, ты подтвердишь или опровергнешь мои слова, что американцы, они вообще такие люди, что вот они постоянно в разъездах, то есть они могут из одного штата переезжать в другой, вот, и для них это легко, они не привязаны как будто бы к одной определенному какому-то штату или какому-то городу, и в этом очень мобильные в этом плане. Это так вот? И ты стал таким же А, мобильным? И я скажу так, что не все американцы, очень много американцев не выезжают за пределы своего города, своего штата. Очень многие, которые живут в штатах, которые в середине там, Америки находятся, такие как Техас, еще другие, Аризона и так далее. Они очень много сидят в своих городах и не знают, что происходит за пределами. А вот люди, которые более активные, они могут ехать и отсюда переезжают в центр Америки, и там и в Нью-Йорк, и из Нью-Йорка сюда, и в Лос-Анджелес. То есть, да, люди более мобильные, я бы сказал, по сравнению с Россией, наверное. Вот в одном из видео про Америку я как бы, ну, тоже изучал там, какова вообще, как обстоит жизнь в Америке. Я смотрел выпуск одного из ютуберов, и он говорил, что более 40 там, процентов американцев пользуются услугами аренды техники бытовой, мебели, и очень развит бизнес именно по аренде бытовой техники, там, мебели и так далее. Правда ли это? Как Вот ты это думаешь? хороший вопрос Пользовался по когда-нибудь аренде. услугой? Я не пользовался. То Тут есть он снял там, знаешь, такой коттедж снял в Голливуде и заказал себе там печку, знаешь, там микроволновку, что-то, посудомоечную. И говорит, я вот за это дам я столько-то денег. Я не удивлюсь, если такое есть. Я на самом деле здесь этого не вижу, потому что вот Калифорния и вот западное побережье, да, и восточное побережье, где находится Нью-Йорк и ниже там еще Флорида, там, наверное, чуть больше развиты, вот все развито больше, наверное, и этим не пользуются люди. Немножко, наверное, больше уровень жизни чуть выше в Калифорнии и в Нью-Йорке, чем в остальной Америке. Наверное, не приходится людям пользоваться вот такими вот сервисами здесь. Но здесь пользуются сервисами такими, как прачечная. У людей некоторых нет своей стиральной машины или сушилки в доме, и они ходят в прачечную, берут белье, я не знаю, вы видели, нет, вот корзины такие, там в фильмах бывают, они приходят, садятся и сидят, книжку читают. Вот, Если можно, я бы задал один вопрос, возвращаясь к твоей профессиональной деятельности, да, мне вот интересно, ну вот когда ты начинал, да, наверняка много вопросов, вот когда ты попадаешь в первую, вот, допустим, первую свою компанию, когда ты попал, у тебя очень много вопросов, правильно? Многое тебе непонятно. Тебе нужно как-то влиться, адаптироваться. Вот как с этим обстоят дела? То есть, вот, допустим, подходить к старшему там, по должности, там, к менеджеру, спрашивать у него, там, просить совет, еще что-то. Как это все происходит? Вот, как ты вливаешься в этот коллектив? Как ты, Мне кажется, надо найти индийца даже. Они очень любят разговаривать. Просто найти индийца и начать задавать ему вопросы. Ну ладно, если правда, как обстояло все.
Это очень такой вопрос, который очень важный в твоем становлении. Если ты будешь стесняться подходить только потому, что человек там старший по званию, там, или там твой менеджер, или что-то еще другое, если если ты не будешь спрашивать вопросы, ты ничему не научишься. Тебе обязательно, то есть тебе обязательно нужно ходить и спрашивать. Здесь никто тебя не осуждает, здесь даже рады тебе помочь. То есть если ты к человеку подходишь и спрашиваешь его вопрос, на который он может тебе хорошо ответить, Мгм. человек сам рад тебе ответить на этот вопрос, То потому есть что люди он... вежливые, да, в основном, те, кто работает в компаниях там больших, те, кто Да, являются да, здесь начальниками. нет такого. Если, конечно, у тебя нет каких-то личных неприязней с человеком, Мгм. человек, естественно, тебе очень поможет, он выделит тебе время, он тебе объяснит что-то. И Мгм. это ему в плюс, потому что он себя чувствует хорошо. Когда Мгм. ты подошел к нему, ты задал ему вопрос, он тебе такой, так и так рассказал. И ты Мгм. такой, оп, я знаю теперь что-то новое, и я кому-то помог, я вот... И он для себя еще утвердил, что он Мгм. там Ну знает вот это, и он смотри, в типа... Америке сильно развито волонтерство, да, благотворительность там и так далее. То есть там легко могут собрать суммы денег каких-то там, очистить там, не знаю, водоем или еще что-то. Там очень Мгм. сильно развита вообще культура такая именно волонтерства. А значит ли это, что вообще у американцев так как бы с детства в них воспитывают вот понимание, да, взаимопонимание, взаимоподдержку, независимо там от расы и так далее, и там от того, откуда ты приехал. То есть получается, ну, он отнесся к тебе какой-то эмпатией, да, с какой-то эмпатией, и хотел тебе помочь искренне. Ты понимал, что он делает это не для того, чтобы его там повысили, там, может, заметили, или он там самоутвердился М, за счет этого. Ну, скорее искренне. И повысит ли его за это? Наверное, нет. Но я не знаю, насколько у человека может быть внутри искренне. Может быть, он думает, я ему сегодня помогу, завтра он мне поможет. Мгм. Скорее всего, в таком ключе. И здесь это очень четко понимает, что если я сегодня там новенький программист, который ничего не понимает в программировании, и спрашиваю у него там, допустим, как делать то-то или то-то. Если он Мгм. мне сегодня откажет, завтра я могу оказаться его менеджером. Здесь Мгм. не все там одинаково быстро растут. Мгм. И в таком случае, как бы, люди понимают, что В этом сделанное может быть добро, оно какая-то выгода. возвращается. И Ага. выгода будет, да, выгода может быть. Даже если нет выгоды, люди помогают. Тут, если есть время, почему бы не помочь? Ну, на Нет крайняк такого. в Ингушетию будет кому приехать. Горы посмотреть. Я знаю, у некоторых есть такое понятие, что мне один рассказывал друг, что есть понятие, если я ему расскажу, то он Мгм. научится программировать, и у меня будет меньше работы. Умно. Конкуренция будет. Из-за Ну, этого не у помогают. нас в России, у нас, конечно, диаметрально противоположная ситуация. У нас наоборот, если ты там начнешь в чем-то лучше разбираться, знаешь, я могу потерять работу или Мгм. там еще стану ненужным. И вот очень в этом плане не идут они на взаимовыручки и чего-то такого в России, ну, как бы не было и подавно, мне кажется. И в этом, конечно, огромный плюс, я имею в виду общества даже американского, в том, что они готовы как-то помочь, как-то тебя это помочь тебе влиться вообще в коллектив и вообще в работу. Это, А ты Да, поработал в России вообще, Рустам? Ты успел поработать в России? я в России, когда учился в университете, я работал в компании МТС продавцом-консультантом. Продавал А, телефоны. ну что-то рядом прям, да, тоже. Очень, очень рядом, но в то же самое время и очень далеко. А ты помнишь, От, сколько трубок продал? нет, не помню. Я там 4 Ну ты месяца хороший работал, был, наверное. хороший продавец был? Да, Или я ты так? стремился стать менеджером, я стремился там То подняться. есть тебе это еще в России было, да? У тебя было какое-то, ну, усердие внутри. Ты понимал, что надо Да, у что-то. меня у меня еще, наверное, со школы, я в школе, помните, наверное, раньше были такие точки прием платежей, Мгм. где приходили люди, платили деньги и на телефон клали деньги. Да. Вот такую точку я открыл у себя еще, когда мне было 16 лет. Я видел, кто-то делает, и нашел, Мгм. как это сделать, Прикольно. открыл точку, А в какой потом школе ты учился? Передай привет, может. Майская средняя школа в поселке Майском. Ага.
А Привет. номера Салам нету? алейкум. Наверное, Нету? нет. По-моему, номер один там одна школа. Больше не было школы, да? Да. Окей, ладно, давайте вернемся к теме. То есть ты начал работать, тебя повысили, да? В этой компании, да, меня повысили, а, и я проработал на новой должности еще 4 месяца. Пока работал, я, как уже сказал, я обучался, я учился, у меня был блокнотик, я графы рисовал, алгоритмы делал на бумажке, чтобы лучше понять. Ну, и мой менеджер проходил мимо, такой смотрит, у меня там графы нарисованы. А это, говорит, ты что делаешь? Я говорю, тут изучаю графы. Может быть, как-нибудь пригодится в нашей компании, может, как-нибудь применю. Он такой, ну, хорошо. Ну, он понимал, что я могу уйти. И, в принципе, что и произошло, я нашел... Не то, чтобы там было плохо, но уже как-то показалось мне, что я могу большего. И А много ты зарабатывал, можно узнать? Вот на последний да, момент, когда ты понял, что хочется уйти. в той компании, да, ну, много. Там было... Я в 2 раза больше зарабатывал, чем я на первой работе заработал. То есть я на первой там зарабатывал 75 тысяч в Вот. год, Мгм. на А второй здесь в работе уже неделю, было да? 160. Слушайте, в Да, неделю. да, на Хорошо, второй значит, работе 160. ну, ты поднялся как бы очень сильно. Это большое достижение на самом деле. Да, это было очень... Ну, я понимал, что я могу так сделать, потому что я видел людей, которые там, допустим, на моем же уровне и работают в таких компаниях. И я понимал, что у меня есть возможность такая, если я буду стараться, я сделаю это. Мгм. Поэтому устроился туда. И вот искал работу, в итоге там проинтервьюировался, проходил собеседование в нескольких компаниях, Uber, по-моему, Facebook и Microsoft. Но она в LinkedIn я устроился. Microsoft это, ну, LinkedIn это часть Microsoft, как То и есть Skype. LinkedIn, напомню слушателям, это как бы социальная сеть, которую заблокировали в России, там из-за закона о персональных данных, в которых Мгм. можно находить работу по всему миру. То есть ты можешь найти работника и найти работу. В 2 стороны Да, работы. То есть там есть да, это все. Там и тебя я нашел, на самом деле. Ну, до этого я знал про тебя, но я там тоже тебя нашел. Я нашел там представителя Франции, который работает в Китае. То есть он посол Франции в Китае, ингушка. Или ингуш, это был, сейчас точно не помню. Есть налоговый инспектор в Люксембурге, ингуш. Понимаете, то есть по всему миру, в Японии есть ингуши. И они все такие, знаешь, ну, видно, что они такие крутые, успешные, добрые, не знаю, ну, точно не из России. Возможно, они там, наверное, родились, не знаю, либо переехали вот как раз в том возрасте, в котором ты приехал. Не то, что все хмурые ингуши, но у нас такой характер суровый достаточно, чтобы там на фотку ставить даже с улыбкой лицо. Вот, ну, то есть, значит, ты работал в LinkedIn, да, это социальная сеть, крупная социальная сеть, там около миллиарда пользователей, насколько я знаю, да? да, ну, где-то 800 миллионов, по-моему, сейчас Мгм. пользователей. Очень Вот. крупная сеть, всемирно известная, очень мало известная в России из-за того, что Быстро, да. она заблокирована. Мгм. Но по всему миру пользуются люди. Я работал над этим приложением. Это Мгм. часть Microsoft, и ты как бы работаешь, получается. Ну, это дочерняя компания Microsoft, Мгм. как и все остальные. Там есть GitHub, есть Microsoft Teams, Мгм. Skype, еще много других, которые принадлежат Microsoft. А вот Microsoft это скажи, не только Windows, правильно? ну да, там Чтобы люди много знали. продуктов. Ну, Skype они тоже выкупили, получается, а Microsoft Teams это их разработка, насколько я понимаю, да? По-моему, да, по-моему. Ага. Получается, LinkedIn, как бы, ну, ты работал в каком-то отделе, там же много отделов наверняка, сотни, наверное, Я работал, да, в отделе месседжинг. Это на вот переписку. как у вас, вот похоже на, что-то похоже на ВКонтакте, кто в России пользуется ВКонтакте. Там есть сообщение, переписка, где ты переписываешься. Здесь переписка профессиональная с другими, с рекрутерами, с другими профессионалами переписываешься. Да, Мгм. чат. Мгм. И долго ты там работал?
Я проработал там 2,5 года, с 2019 года работал до августа. А До какие августа задачи у тебя там были? 2021. Ты уже не программировал, я понимаю, да? Ты давал А, задачи? Я устроился как старший программист. Я программировал поначалу, потом, ну, я продолжал программировать до конца, но как бы по мере того, как ты изучаешь сам продукт, по мере того, как ты изучаешь все процессы, которые происходят в данной компании, Мгм. ты начинаешь уже понимать, как можно там улучшить процессы, как распределить задачи, и ты уже приобретаешь такую роль лида. То есть Ага, ты менеджер лидируешь, да, как команды. полуменеджер получается. У Мгм. тебя есть какая-то определенная техническая задача, ты ее распределяешь по сотрудникам. А Ты, много людей? в моей команде именно в веб-разработке было 11, по-моему, где-то 11 11 человек. человек. Да. Но в самой сам месседжинг был около 120 человек. А ты их сам набираешь или ты участвуешь в собеседованиях с ними? В таких крупных компаниях происходит собеседование таким образом, что ты собеседуешь не в свою команду, а ты Мгм. просто собеседуешь человека, который хочет устроиться в компанию. Ты А проверяешь его потом уже, навыки, да? да, а Мгм. потом уже этот человек собеседуется с несколькими командами, просто разговорно уже, после того, как технические его навыки, уже мы поняли, что у него есть технические навыки, он же просто с командами общается и выбирает себе команду, в которой он хотел бы работать. Тогда ответь еще вопрос такой. Получается, ты оказался с другой стороны собеседования. Вот насколько сложно, насколько было сложно отказывать таким же простым ребятам, возможно, из, там, ну, не из Ингушетии, конечно. Им бы ты сразу одобрил. Не, Поначалу в Америке так не работает, мне кажется. Нет? не работает. Ну, у тебя Здесь, своя да, фамилия своими, да? да. Ты не стал менять. Допустим, у меня был Нет. знакомый, который жил в Ингушетии, хотел уехать в Европу, и он поменял свое имя на еврейское и фамилию на еврейское. В итоге не уехал в Европу, ему пришлось снова менять имя и фамилию. Об этом узнал отец. Короче, там вообще жесть была. У него, ну, короче, его фамилия оканчивалась на «ман». Он уже использовал свою часть там фамилии тейпа как бы, и пытался переехать в Интересно. Европу. А ты Интересно, оставил. что у меня Ты... есть тоже, да. У меня тоже такой же знакомый есть, который хотел в Европу поехать и с Ага. Магомеда переименовал в Майка. А, А потом опять поменял. Так и не поехал. Ну, ты Рустам Гойгов для всех, да? Да, им очень сложно понимать мое имя. Они все время неправильно Переспрашиваю. говорят, но я 9 лет с этим мучаюсь, но и продолжаю дальше. А тебя как-то, может, ну, называют сокращенно, те, кто, ну, с тобой там работает? Нет, они пытаются иногда, но я говорю, я Рустам, и они меня называют Рустамом. Ага. Ну, ты Пытаются там. принципиальный. Фамилию, На самом деле, наверное, даже пытаться не нужно, да, на самом произнести. деле фамилию они легче Легче, называть. там, go-go тебе сказал, и все. Гойгов, да, они говорят. А имя Рустам. Ну, Ага, они не знают, куда правильно ударение ставить. Это ага. У или А, не знаю. Так, Ну, тебе через 2 «о» надо писать тогда просто, букву «у». ну, я когда, да, spell check делаю, я говорю, вот так Ага, надо говорить. ага. Вот, Окей. где мы остановились? Насчет Собеседование. вопроса, насчет собеседования он спрашивал, тяжело отказывать там. Ага. Поначалу было тяжело, поначалу ты смотришь, блин, человек старается, он пытается, но у него не получается. Ну, очень жалко, но А потом уже не хочется, жалко, да? хочется дать шанс. А потом понимаешь, что очень-очень много, поток очень большой, кто хотят проинтервьюироваться, пройти собеседование, и многие не дотягивают до планки, которая необходима для компании. И ты должен написать полный отчет о том, как прошло собеседование. Ты не говоришь просто да или нет. Ты пишешь полный отчет. Я задал такие-то вопросы, человек так-то ответил, здесь он силен, здесь он слаб. В общем, я думаю, что он недостаточно силен для такой-то позиции. Рустам, ну, насколько я понимаю, это первая ступень, да, первый этап – это HR, да, то есть он проводит, наверное, свое собеседование. Для технического специалиста, вот тебя как технический специалист, это, наверное, следующий этап. Это так есть или есть какие-то другие
Здесь не HR разговаривает, здесь рекрутер. А, То есть рекрутер звонит человеку, он общается с ним, понимает более-менее, какие у него есть знания, сколько у него опыта. Такие очень на высоком уровне такие вопросы какие-то задает. Понимает, что человек вменяемый, что он разговаривать может. И тогда уже делают собеседование с техническим по телефону. Сначала один час разговариваешь, решаешь какие-то алгоритмические задачи 1 час. Потом уже тебя зовут в офис, и ты там 5-6 часов проводишь. а в среднем сколько занимает собеседование в плане времени, вот, допустим, техническое собеседование вот в вашей компании? Именно само собеседование или весь процесс? Нет, само собеседование техническое, когда ты проверяешь его уровень его, знаний, навыки его и вообще. Ну вот первое по телефону, это начальное собеседование техническое, это 1 час. 1 час ты решаешь алгоритм. Мы связываемся по телефону, мы шерим экран, а потом, когда тебя зовут, ты там где-то 5 часов. Тебя разные 5 человек, не связанные друг с другом, каждый приходит каждый час и задают тебе разные технические задания, технические Как в задачки. полиции на допросе, да? Ну, примерно так. Приходит хороший полицейский, потом плохой полицейский. Очень сильно устаешь Конечно. от таких интервью. Рустам, а дополнительно как-то поощряют вас в плане, вот, допустим, если ты проводишь вот эти собеседования, или это входит в твои должностные обязанности? Это входит в должностные обязанности, и тебе могут дать там в разных компаниях по-разному 2-3 собеседования в неделю, если есть столько людей, которых нужно прособеседовать, то ты обязан 2 или 3 собеседования в неделю провести. Хорошо, Рустам, расскажи, если можно, конечно, есть же договоры там о неразглашении. Я думаю, мы эту тему как бы обойдем. Получается, что ты работал именно над месседжингом, да, над чатом на сайте LinkedIn. И получается, что, ты наверняка там чем-то выделился. Ты же можешь об этом рассказать. Да, об этом могу рассказать. Ты, когда приходишь в компанию, для тебя сначала все новое, потому что компания пользуется своими инструментами, своими программами внутренними, и все процессы другие. Ты начинаешь, первое время ты как приходишь, и ты чувствуешь себя не в своей тарелке, ты не понимаешь ничего, ты не знаешь, куда обратиться, что сделать. Через некоторое время ты начинаешь видеть картину. Да, это самое главное. Они там стоят. Окей, извини, что перебил. Да, ничего страшного. И вот ты, когда уже начинаешь видеть всю картину, ты начинаешь понимать, что можно какие-то процессы улучшить, либо сделать какое-нибудь изменение там, в коде, чтобы сделать что-то лучше. Ну вот, не знаю, если люди видели LinkedIn, там есть 2 таких разных месседжинга. Один там справа внизу, как открывающееся окошко, другой там полноценная страница месседжинга. Примерно то же самое, что и на Фейсбуке. Есть полноценный месседжинг, есть. И выделиться, чем выделился, я предложил такой проект, он длился 1,5 года, в котором нужно было объединить эти 2 месседжинга в один, то есть там написано было 2 разных кода, хотя функциональность одна и та же. И проект на 1,5 года, который в итоге завершился, который принес в таких крупных компаниях, если ты на несколько миллисекунд сделаешь ускорение там, загрузки, это уже очень большое достижение. То есть половина кода удалилась, и все работало точно так же. Сайт начал работать быстрее, там на несколько миллисекунд. Из-за этого больше людей пользуются, там дольше пользуются, там больше сообщений отправляют. А это такие метрики, к которым ты можешь обратиться и сказать: вот я сделал такое-то изменение, вот эти графики поднялись, теперь у нас больше людей пользуются сообщениями, больше людей там чаще сидят, и все вот это. И таким образом выделяешься, получается. Рустам, вот ты сказал, у тебя 11 человек работали, они занимались только разработкой? Ну, вообще в команде было намного больше человек. Я 11 человек имел в виду именно разработчики веб. Ага. А Потому еще что кто бывает в команде обычно?
Есть веб-разработчики, есть iOS-разработчики для айфонов, есть Android-разработчики. Есть продакт-менеджеры, есть people-менеджеры, это люди, которые менеджеры, это людей именно, не продукт, а вот просто менеджеры. Персонал? Да, допустим, есть программисты, кучка, и у них есть один менеджер, который менеджер людей. Есть директоры, вайс-президенты и так далее. То есть есть разные дизайнеры еще есть. В некоторых компаниях тестировщики бывают, кого-то и не было. Если можно, я хотел задать вопрос. Меня очень интересует вообще, как устроена работа. Вот, ну, мы все знаем в России, как вот ты пришел, ты обязан отсидеть 8 часов, и что хочешь делай, по большому счету, да, ну, ты должен отсидеть, а потом уже после там 6 часов вечера делать, что хочешь, да? Ну, вот я как бы образно говоря. Вот. Как это все, понятно, что наверняка, допустим, в компаниях, как вот Microsoft, да, ну, вот, в частности, вот LinkedIn, как-то вот, ну, все более гибкая какая-то система, да. Я не знаю, может быть, в первой компании была более такая консервативная, не знаю. Вот расскажи, как вот устроена работа в США, и можешь ли ты, допустим, сделать свою работу, уйти, или ты должен тоже досидеть, или не имеет значения, главное сделать качественно свою работу. Хорошо, отвечу на вопрос твой. Есть правда в том, что да, были компании, которые более консервативны в этом плане, где тебе нужно просидеть. Это была моя первая компания, тебе за тобой не то чтобы следили, но замечали, сколько ты сидишь за компьютером. В нормальных компаниях эта практика не используется. В нормальных компаниях абсолютно никому не интересно, сколько ты сидел с 5 утра до 9 вечера или, там, не знаю, с 10 утра до 4 вечера. То есть задачи, дедлайны, да, какие-то? Да. Дедлайны, ну, там дедлайны искусственные такие, там, допустим, в том же самом LinkedIn мы никому не обещаем, что завтра будет вот такая вот функциональность именно пользователям. Поэтому дедлайн может всегда подвинуться. Там нет такого, что вот дедлайн ты должен это сделать. Сколько хочешь сиди. Хочешь сиди 1 час. Если ты свои задачи выполняешь, ты свободен как птица, делаешь, что хочешь. Просиживание до 6 вечера, такой практики здесь нет. И это правильно, потому что ты там будешь сидеть, если ты ничего не делаешь. Если ты что-то делаешь и сидишь до 6 вечера, это другой вопрос. Ну, а если ты сидишь, допустим, ролики в YouTube смотришь там или фильмы какие-нибудь, это как-то, ну, это замечают, это не приветствуется или как? Или им, в принципе, пофиг, что ты там занимаешься. Ну, понятное дело, что в пределах, как бы, ну... Ролики смотреть на YouTube, все что угодно читать, там, не знаю, отовариваться на Амазоне и все остальное, ты это всегда делаешь на работе, никому это тоже не важно. Единственное, что если ты будешь просматривать ролики, это будет видеть, и ты не будешь делать свою работу, тогда будут вопросы. Но если ты делаешь свою работу, остальное им вообще не интересно. Давайте я напомню всем слушателям поставить нам лайки. Это обычная практика, что вы хотели. Да, поставить лайки, там, колокольчики, это помогает продвигать видео. Вот Магомед Чербижев нам напомнил об этом. Это очень важно на самом деле. Делайте подписку, будет интересно. Надеемся, что с Рустамом мы еще некоторые темы, может, в будущем раскроем. У нас сейчас прошел час 8. Я думаю, можем еще немного пообщаться. Минут 15, может. Если тебе удобно, Рустам. Да, у меня есть время сегодня. Окей. Тогда смотри, чтобы уложиться, да, в какой-то лимит времени, перейдем к... Можно последний вопросик буквально? Я про обстановку хочу спросить вообще, насколько это все... Мы можем отдельный выпуск сделать про устройство работы. И там я имею в виду, насколько я имею в виду, вот в России же все закрыто, каждый в своем кабинете, там все у каждого. А вот в Америке в большинстве случаев это открытые пространства, и все всех видят и все такое. Да, здесь раньше тоже, наверное, были какие-то компании, может и сейчас есть какие-то очень маленькие компании, которые каждый в кабинете сидит в своем. Здесь в основном в открытом пространстве сидишь ты. Были такие cubicles, назывались, это такие закрытые, такие стеночками маленькими.
раньше такое было. Сейчас в основном все открыто, ты просто видишь всех, просто встал и всех видишь, и что делать. Так даже намного интереснее, потому что ты сидишь, ты не как будто бы ты сидишь один в заперти где-то и никого нет вокруг. А так ты можешь там перекинуться словами, что-то поговорить с кем-то или спросить что-то. Я думаю, Очень мы более можем удобно. посвятить отдельный подкаст именно устройству работы. И вот мне очень хотелось поговорить про тимбилдинг, как он вообще устроен, из чего состоит все эти компоненты успешной работы в команде. Это, мне кажется, очень важно для Ингушетии, потому что нам очень сложно найти единомышленников, которые готовы к тому, что там нужно работать вместе. Вот бывает, что у людей есть общие интересы, но им сложно работать вместе, потому что есть какие-то камни преткновения, какие-то разногласия, и нам сложно найти компромисс. Поэтому очень много IT-команд у нас распалось, на самом деле. Единственный, кто остался в живых до сих пор, это Intensiven. Есть такая анимационная студия игровая, существует она с 2010 года. Уже 11 лет, получается, не меняется состав. Ну, кто-то приходил, уходил, допустим, я там в 2013 году ушел. Но они на самом деле добились больших успехов для ингушей. Это большой выход там, на мировую сцену, на международную. Они работают с белорусской компанией. По поводу этого я думаю, если ты согласен, запишем отдельный подкаст вообще про тимбилдинг, про командную работу и так далее, про soft skills. Интересная тема. конечно. Сейчас я хочу спросить у тебя, ты уволился или тебя уволили? Явно, что ты сам уволился с Microsoft, получается уже. Да, Ты я виделся сам уволился. Ты виделся с Билл Гейтсом? С Биллом Гейтсом я не виделся, он уже на самом деле не Ты не управляет. удостоил его внимания своего? Он уже давно не управляет компанией Да, он же, Microsoft. по-моему, акционер, у него акции какие-то держит, да? Но он насколько я же помню? наверняка устраивал какие-то встречи там, не знаю, с какой-то частью. Он в какой-то момент устраивал, но он уже отошел от этой позиции, он занимается другими вещами совершенно теперь. Там другой начальник. В каждой компании свой начальник тоже есть. И есть в LinkedIn свой CEO. Он Chief афроамериканец? Executive Officer. Нет. Странно. Да. Получается, ты сам уволился. Я, сам уволился. Я работал 2,5 года. Это же мало, на самом деле, это очень мало проработал в Microsoft. На самом деле это такой очень хороший срок здесь люди некоторые меняют работу через год. Через год, конечно, это очень экстремально, но я 2,5 года проработав там, понял всю внутреннюю кухню этой компании. Ну, не всей компании, но определенной части. Есть такая проблема в больших компаниях, что все движется очень медленно. То есть, если ты хочешь там добавить какую-то одну кнопочку, в маленькой компании ты это там сделаешь, и через неделю эта кнопочка уже будет видна всем. В крупных компаниях там должно произойти очень-очень много всего. Дизайн-процесс, анализ, тестирование, вывод на публику. И это может занять маленькая кнопочка несколько месяцев, чтобы ее уже показать людям. Очень медленно движется процесс. Не то, чтобы ты сидишь, ничего не делаешь, ты одновременно много всего делаешь, но все равно все очень так медленно. Ну и плюс задерживаться в одной компании. У меня так сложилось, что я не особо люблю задерживаться, потому что ты начинаешь в зону комфорта попадать. Ты уже все изучил, ты уже понимаешь все процессы, ты все знаешь, и обучение чему-нибудь новому происходит очень-очень медленно. А если ты куда-то уходишь в другую компанию, ты начинаешь полностью всему новому обучаться, у тебя больше возможностей получается. Поэтому я решил, что вот компания новая, в которую я устроился, я думаю, это люди слышали про это. Это такая перспективная, с моей точки зрения, сфера, криптовалюта, в которой люди,
которой большинство, ну, много людей, которые в этой индустрии, они верят в будущее криптовалюты и что это как бы наше, то, чем мы будем пользоваться. Это Я не прошу только деньги. прощения, это Coinbase, да, по-моему, насколько я помню? Это компания Coinbase, да, называется. Она изначально как там покупка-продажа этих валют, криптовалют. Типа как Binance. Вот что-то Да. Binance биржа, да, криптовалютная биржа. Это крупная Да, компания, абсолютно да? Да. Ну, Coinbase, она не такая большая, она основана в 2012 году, и там 9 лет ей получается. Но вот она только недавно вышла в публику, и она типа публично акциями торгует. Если можно, вопрос. Вот инвестиционный портфель у тебя как у сотрудника Coinbase, может быть, ну, это такая тема, конечно, огромная. Что такое портфель? Портфель, обычный портфель? Ну, вот, ты наверняка как-то... Портфель с символикой Coinbase? Что я сделал? Есть такое, ну, в смысле, есть определенная валюта, которую вот ты считаешь это, и вот в которую ты вложился. Я не говорю сейчас назвать конкретно, может, ну, вот просто вот, и принято ли у вас, как у сотрудников Coinbase, там, ну, я не знаю, может быть, каждый из вас там, ну, вот, в ту валюту, в которую он верит, он как-то, ну, вкладывается или вообще? Вкладываешься, конечно, работая в самой компании, ты в окружении всех людей, которые только об этом и говорят, все время все новости там в чатах выкладывают про новые там, какие-то процессы или что-то новые компании, которые выходят, или валюта какая-то новая. Это все, конечно, есть, ты в этом варишься, ты понимаешь и делаешь какие-то свои выводы, и покупаешь или не покупаешь какие-то ассеты, валюты. Но называть я не буду никаких и не буду призывать никого покупать и советовать. Это нам даже... Это отдельный подкаст нужно делать. Но уже в Тут, капюшонах. Мне было бы, кстати, на безумно другом интересно канале. услышать мнение Рустама по поводу вообще этого всего. Я так скажу, что сама система криптовалют, она, несомненно, есть в этом будущее. И не только я один вижу в этом будущее. Крупные компании, Короче, как вы понимаете. покупаем эфир. Да? Но насчет конкретной там криптовалюты, там биткоина или эфира, я не буду А до этого комментировать. ты интересовался Рустам вообще? Ну, вот, или как ты, ну, или ты, когда ты пошел на работу, для тебя чем-то новым было, ну, неизведанным чем-то? Да, тебе пришло предложение, да, от компании? Правильно понимаю? Нет, я сам решил просто уже поискать. Предложений приходит очень много, я не смотрю на эти предложения, потому что их просто там десятками каждый день. Ты не успеваешь это просматривать, и, может быть, и приходило когда-то. Но только когда мне самому стало интересно, я начал, просто отправил резюме и устроился. Я знал, да, про криптовалюту, я чуть-чуть интересовался этим, даже там инвестировал в это какое-то время назад. В 2007 году не покупал ты за $15? Ничего. Я покупал за $700 биткоин. А я помню, мне предлагали, я извиняюсь, за 500 рублей, помню, биткоин, по-моему, в 2010 году. Я тогда подумал, нашли лоха, а в конечном итоге оказалось, мне за 5000 10 биткоинов предлагали. Ну, оказалось в конечном итоге, что реально нашли. Да, по цене одной пиццы можно было бы разбогатеть очень серьезно. Да, но чтобы развеять какие-то неправильное понимание того, что я сказал. За $700 я купил, за 550 я его продал. Так что никаких инвестиционных советов от меня не слушайте. Окей. Подкаст про криптовалюту отменяется. Пока что я, да, в этом не сильно преуспел. Нам пришел вопрос здесь. Смотрите, вопрос. Спросите, пожалуйста, перспективы будущего. Захватят ли машины мира? Нет. Куда целится IT-индустрия, которая в Сан-Франциско? Такая отдельная какая-то IT-индустрия. Насколько надежен Coinbase по сравнению с Robinhood? И инвестирует ли он в какие-либо акции или крипто? Ну, кое-что из этого. Да, куда целится IT-индустрия, которая в Сан-Франциско? Ну, IT-индустрия, она не одна, ну, то есть
Есть много конкретно в направлений. Сан-Франциско, Да? конкретно Сан-Франциско не целится в какое-то именно конкретное место, но есть очень разные компании, здесь сотни компаний и в Сан-Франциско. Ну, Сан-Франциско – это часть Кремниевой долины. Вот во всей Кремниевой долине очень много направлений. В основном я вижу направление в искусственном интеллекте. Очень сильно развивают ну, автоматические вот эти вот Машинное обучение? машинное обучение, вот автомобили, да, самоуправляющие без водителя. Автопилоты. Очень, да, автопилоты, очень много по городу здесь ездят от разных компаний вот эти вот машины с камерами, с лидарами, со всем вот этим вот оборудованием. То есть сейчас Выходишь на такой улицу, тренд они по на улице ездят. автопилот, не только в Тесле, да? Да, не только в Тесле. Тесла делает свое, они делают чуть-чуть по-другому, чем все остальные компании, без использования лидара, как используют другие. Но здесь очень много компаний, каждая по-своему пытается делать. В этом направлении очень много. И в направлении сейчас очень такая популярная тема NFT, это тоже с криптовалютой связано. Очень вот в этом пытаются разобраться. Насколько надежен Coinbase по сравнению Насколько с другими? надежен Coinbase? Это две компании какие-то, да? Coinbase – это, да, компания, в которой я Да, сейчас а работаю. Robinhood? А Robinhood – это компания по инвестициям. Есть похожие, по-моему, компании в России, от банков они обычно бывают. Тинькофф Это Инвестиции, да? вот примерно, да, Не что-то типа реклама. того. Но вот Robinhood – это такая одна из самых крупных компаний по инвестициям. Они очень сильно поднялись из-за того, что очень сделали удобный интерфейс. Люди просто могут зарегистрироваться и покупать акции любых компаний очень быстро там, по нажатию кнопки. И таким образом они очень много людей, которые даже не понимали в инвестициях ничего, очень много людей стали покупать акции в этом приложении. Теперь Robinhood стал продавать еще и некоторую криптовалюту. Но сама компания Robinhood, она не завязана на криптовалюте. Она очень по всем параметрам. Получается, перспективы будущего в машинном обучении, в искусственном интеллекте. Да. Нужно целиться туда. Да, если говорить о программировании, какие языки, на твой взгляд, наиболее востребованы? Языки. JavaScript – это самый популярный язык сейчас. Он не такой сложный и очень, ну, не то чтобы не сложный, но и легко влиться. Самый популярный, очень в многих компаниях используют, точнее, практически во всех компаниях используется, где есть веб-сайт и веб-приложения, и даже для мобильных приложений используется, и для бэкэнда используется. Это один из самых таких популярных, но есть Python, очень популярный язык, тоже используется как язык программирования. Я извиняюсь, на JavaScript, по-моему, сейчас и мобильные приложения, и Да. даже бэкэнд, по-моему, делают, и по-моему, все, что, по большому счету, все, что угодно. Да. Я имею в виду на фреймворках, да, определенных. То есть там... Да, вот Coinbase как раз-таки использует JavaScript и для веб-приложения, и для мобильного приложения. Рустам, подскажи, пожалуйста, вот это вот мне лично интересен этот вопрос. Как ты считаешь, вот веб-разработка, да? Ну, много же ходит разговоров по поводу того, что, ну, вот, ее как-то заменяют на более какие-то другие эти, вот, допустим, верстка, да? Сейчас верстка, вот, ну, ходит разговор, что она по большому счету, она, ну, вот, ручная, я имею в виду, как в старые добрые времена, когда ты пишешь код сам. Она уже не настолько востребована и теряет как бы этот. Вот как ты считаешь, вот JavaScript, он теряет вот в плане популярности, вот, ну, и как вот с этим обстоит дело? JavaScript не теряет популярность на данный момент, он очень востребован. Насчет верстки, есть понимание верстки, это когда ты делаешь статический веб-сайт, чтобы показать какие-то карточки, рекламу, что-то такое. Если про такую верстку мы говорим, да, это, наверное, не популярно, и это уже давно автоматизировано разными приложениями. Есть такой сайт wix.com, еще наверняка есть российские какие-то приложения, но сама по себе верстка, она уже автоматизирована. А чтобы написать приложение, веб-приложение, допустим, тот же самый ВКонтакте, которым пользуются в России,
Это веб-приложение, это не веб-сайт. Там все динамическое, там все нужно программировать именно с помощью JavaScript. Это ты не заменишь, не автоматизируешь такую разработку. Ну, по крайней мере, в ближайшем будущем. Поэтому JavaScript будет еще оставаться долго. Я к тому задаю вопрос, что вот есть ли смысл вот начинающему поколению, да, тому, кто вот интересуется и хочет начать свой путь в IT и в программировании в частности, вот в этом направлении, есть ли им смысл смотреть в сторону веб-разработки, или там есть какие-нибудь, или ты посоветуешь там нейросети и вот все вот это вот, как я в этом плане есть в будущее, Okay. да, вот. Я бы так сказал, если тебе это интересно, то смысл в этом есть, оно никуда не денется, оно будет еще долгое время и прокормит тебя, и может и твою семью, и детей. Суть в том, что если ты пойдешь там в машинное обучение только потому, что это там очень круто и много денег будет приносить, я бы не советовал бы. Начните с того, что вам интересно, и потом уже можно будет решать, поменять чуть-чуть там, направление своей карьеры можно в любой момент. Хорошо, вот смотри, мы поговорили про Coinbase. У тебя что-то еще параллельно есть. У тебя есть стартап свой. То есть ты его сам или с кем-то запустил? Да. Нашел инвестиции на него? Нет, еще не нашел. Но сейчас расскажу. Хорошо. Стартапы здесь, смотрите, как бывает, стартапов здесь очень много, поднимаются, резко сгорают, то есть не успевают выйти на рынок. Я начал свой стартап полтора года назад, уже полтора года. Я начал это со своим товарищем, мы вдвоем работаем, мы наняли человека, который нам делает какую-то часть приложения, мы сами там делаем другую работу. Но суть в том, что это стартап, который для людей, которые ездят по разным странам. Очень актуально это здесь, очень актуально в странах Европы. Люди очень часто ездят по разным городам, по разным странам. Выбирать место, куда тебе поехать, это очень сложно. Ты хочешь поехать в Париж, но ты не знаешь, какие места посетить, куда сходить, какой ресторан пойти, какое место посмотреть. И это как бы такая небольшая социальная сеть, которая может очень легко помогает людям искать вот эти места для посещения от ваших друзей, близких и знакомых. Это, сейчас как происходит? Ты спрашиваешь у человека: я собираюсь в Париж поехать, скажи-ка мне, куда мне пойти? И он тебе скажет: там есть такой-то ресторан. Ты где-то на бумажке запишешь, где-то в телефоне запишешь, потеряешь и не знаешь. А так это все организовано в одном приложении. Есть такие уже есть какой-то макет, да? Да, уже приложение на самом деле, оно есть, оно сейчас дорабатывается, и, наверное, где-то к январю уже, может быть, будет доступно всем. У тебя есть команда, да, которая над ним работает? Либо ты нанимаешь по контракту ребят, которые просто тебе нарисуют, напишут? Или вы вместе получается так, что мы вдвоем были. Мой товарищ, он больше по бизнес-части, я больше по технической части разрабатываю. А как зовут его? Его зовут Сергей, он русскоязычный, он из Москвы. Он здесь живет. Он по продукту, я по технической части, мы ищем программистов, я сам делаю бэкэнд для этого приложения, то есть полностью пишу пока что. Мы наняли iOS контрактора, мы наняли дизайнера, мы наняли writer. Writer — это тот, кто какие-то там тексты пишет правильно, чтобы все правильно звучало. UX-writer, да? Правильно? UX-writer, да. Okay. И там тестировщики, которые будут тестировать. Инвестиций пока нет. UI-дизайнер, кто рисует? Человек мы где-то нашли в России, по-моему, девочка. В Ингушетии, может, нет? Может быть, вполне. Мы на самом деле... Вот в данный момент мы никого не ищем, но я был бы рад. У меня просто нет таких контактов. Я как-то только недавно начал замечать, что есть в LinkedIn люди, которые занимаются дизайном. Рустам, у нас есть бешеный UI-дизайнер, UI-UX-дизайнер. Да, мы с тобой поговорим про это.
Ну, мы, несомненно, будем нанимать, если как только мы выпустимся в публику и будет понятно, что людям заходит приложение, людям нравится, они пользуются, тогда нам придется искать инвестиции, чтобы нанять больше людей, чтобы продолжать разработку приложения. Пока мы не поймем, как это на рынке будет воспринято приложение, мы не можем особо развиваться. А есть конкуренты? Инвестиции. Конкуренты. Конкуренты есть, но они... Почему мы начали? Да? Нет? TripAdvisor, он, ну, не совсем, он полуконкурент получается. Он тоже, конечно, адвайзит, там, трип, куда поехать, что Представь, сделать. если бы ты сейчас сказал, блин, черт, да, и все. Типа надо... Типа не знал. Оказывается, есть, да, такое. И закрыл проект. Шучу. На самом деле, мы- TripAdvisor немного другое что-то, да? Чуть-чуть другое, но что-то похожее. Но мы очень делаем это очень удобно для людей, поэтому... А ты правее. Как говорится, волков боятся, в лес не ходить, поэтому даже если их много, Ну да, мне можно сделать кажется, что-то это лучше. повод это задуматься. Да, абсолютно. Если ты будешь бояться не делать, ты никогда не делаешь. Маленькие компании, которые стали большими сейчас, огромными крупными корпорациями, у них были конкуренты, которые могли бы задавить их ногой, но они сделали свою линию гнули, и получилось. И всё. Смотри, мы не нарушили нигде НДА сейчас, да, когда обсуждали твое приложение и то, что мы обсудили в LinkedIn. Нет, мы не нарушаем. Но прошлое интервью нам пришлось удалить из-за того, что работник Яндекса с нами общался, и Яндекс попросил нас удалить интервью. Вот. Хотя нас просмотрело 20 человек, по-моему, 90 человек, что-то такое. Да, мы ничего не нарушили, я все только что можно сказать. Ага. Получается, вы работаете, у вас 2 человека, у вас есть те, кого вы нанимаете, кто-то, вы рассматриваете потом полноценную команду, наверное, да, которая будет постоянно развивать проект? Обязательно, да. Это, конечно же, будущее, которое, возможно, будет на Лендале. Будет видно, когда выпустится, людям дадим бета-версию, выпустим через несколько месяцев, и потом уже публично. Но для этого... Да, для того, чтобы нанять уже команду, больше людей нанимать, это нужно инвестиции, потому что поначалу, когда ты начинаешь свою компанию, ты из своего кармана платишь и людям, которых ты нанимаешь, и ты тратишься первое время на это все. Не только свое время тратишь на это, но и тебе нужно нанимать людей. Поэтому, чтобы нанять там 10 человек, мне не хватит денег, и мне нужно У тебя опыт искать был инвестиции. вообще поиска инвестиций? Есть опыт? Практического опыта нет. Мы изучаем этот вопрос уже 1,5 года, как начали. Мой бизнес-партнер, который занимается бизнес-частью, он побольше изучает этот вопрос, потому что я чуть больше технической стороны разбираюсь. А вообще есть же инвесторы, какие-то агенты, да, которые ищут этих инвесторов? Как их называют? Есть разные компании, есть Y-комбинатор, есть такой. Это место, куда ты приходишь, показываешь свою Это твой первый разработку. Так официально, наверное, да. До этого было пара попыток, которые наполовину провалились, потому что мы начали разрабатывать что-то, понимали, что не можем там дальше двигаться, и просто останавливались. И мы даже не регистрировали компанию. Но в данном случае мы уже там разработали достаточно много, уже зарегистрировали компанию, и официально можно сказать, что... Хорошо, давай такой короткий опрос будет в конце уже, несколько у нас подведем. Смотри, ты следишь за новостями Ингушетии, Ирина? Честно, да. Следишь? Да. Через какие? Через Инстаграм, через соцсети, на сайте? Через соцсеть я на сайт определенно не захожу, я подписан на какие-то группы разные, там, Магаз, по-моему, Magaz.ru есть группа. Magaz Times, да, Magaz Times. Там какие-то новости бывают. На Кариматова подписан? Не подписан. А знаешь, что такое Кариматов? Президент, да. Прикинь, сейчас, да? А как часто бываешь, Рустам? Когда был последний раз? Я последний раз был в 2012 году, пока возможности не было приехать, да. Нормально. А хочешь вообще?
Ну, а близкие как бы к тебе приезжали, прилетали туда? Мама прилетала сюда, да, пару раз за это время. Но То есть, туда получается, пока у меня нет возможности туда полететь, но Ну, через я, да, пару я лет понимаю. документы получу полностью, чтобы мог вылетать, и уже мгм. смогу. Получается, ты следишь за Ингушетией, ты знаешь, что здесь происходило, какие здесь, так скажем, междоусобицы были. Что последнее хорошее тебе запомнилось, что ты прочитал про Ингушетию? Такие Хорошая. были такие новости. Но Кроме того, новости Очень что у обычно. нас... тяжелый вопрос ему задали. Ну, недавно была новость, я прочитал, но я так не вчитывался, но прочитал, что в каком-то городе, не помню, то ли в Кажу, где-то школу открыли на 700 с чем-то человек новую. Вот я хотел это спросить. Кроме того, что садики и школы открывают команду. Хорошо, еще вопрос. Есть ли какие-то идеи? Вот бывает, ты вот сидишь, блин, я бы это сделал в Ингушетии. Мгм. Вот ты А, помнишь боли, как бы, Я думал, ты хочешь спросить, своей знаешь, в юности? Америке какое-нибудь вайнарское кафе открыть, или хочешь такое, не знаю, в Сан-Франциско? Не-не-не, я имею в виду, вот ты приехал в Америку, ты там долго живешь, ты говоришь, блин, вот это нужно было делать в Ингушетии. Сейчас будет лайфхак или какой-то бизнес-проект, может, даже для тех, кто нас смотрит. уже даже, по-моему, так, ну, не по-моему, уже даже такие есть, и это обучение людей каким-то новым знаниям, которые понадобятся в будущем. Мгм. Э, Школу программирования. У вас тоже Мгм. было в Телеграм-канале какая-то школа программирования. Я знаю Да, еще это одну да. школу программирования. Мгм. И там это набирает, насколько я понимаю, обороты. И это очень такая вещь, которую я сам бы с удовольствием, которой я занимался бы, если бы я был бы сейчас в Ингушетии. Потому что иначе ты не пойдешь дальше по ступени развития, потому что все уже идет в сторону IT, и, надеюсь, люди, которые нас смотрят, это понимают, и в это нужно вкладываться. И силы, Кстати, и последнее, время. именно вот это из-за карантина, да, ну, в смысле, из-за вот этого коронавируса, из всей это, все больше людей начинают понимать, что все-таки за IT будущее. Ну, и вообще за удаленной работой, потому что Я бы IT, ну, сказал, я бы сказал, что очень много людей начали думать, ну, вообще понимать, что есть интернет и что можно удаленно ну, работать. Потому что ко мне вот часто приезжали родственники, говорили, что им нужно срочно переходить там на Zoom, на Skype, там на какие-то программы, которые позволят транслировать и подключаться к удаленным серверам. Допустим, Мгм. даже те, кто работает в банке, они не знали, как им настроить, и у них даже не было айтишника, не знаю, видимо, который мог бы им настроить работу удаленно. Сейчас Ну, это в любом случае будет запасной вариант, которому нужно учиться. удаленная работа здесь очень теперь популярна с тех пор, как пандемия наступила. Мы с тех пор, как это все началось в марте Мгм. 2020, да, Мгм. 2020 года, с тех пор мы сидим из дома работаем все. Мы не Мгм. ходим в офисы. А вот эта компания, в которую я устроился, они вообще закрыли офис, сказали, мы будем удаленно теперь все. Все сотрудники компании Coinbase работают удаленно. Но они очень экономят на аренде, я так понимаю, на обслуживании вас, на каких-то там Ну, ништяках, которые бывают в офисах. они это не то чтобы экономят, они это экономят там, но они нам дают деньги за там, чтобы Повысили, мы да? покупали себе там, не знаю, столы, стулья, мониторы, и, Удобства ну, какие-то. устраивали свой home офис, Мгм. домашний офис. Рустам, а как ты думаешь, это все вот многие компании вот перейдут на вот такую форму, ну, я имею в виду, вот, откажутся от нахождения в офисах физического, и вот, ну, Есть компании, которые хотят прям в офис по какой-то причине, но, как я вижу тенденцию, большинство людей, которые работают, ну, окружение мое и вообще это в программировании люди, они в основном хотят иметь возможность работать из дома. Мгм. И я имею некоторые в виду даже говорят, компании отказываются вообще. Есть такое, что вот отказываются от нахождения физического в офисах своих где-то? Я имею в «Мгм, виду на окончательной как бы основе. Не так, что вот, там вот карантин, все это ну, тяжелое время. А вот, Есть ли онлайн-компании, ты хочешь сказать? Ну, онлайн работающие компании, только онлайн. нет, нет, тут если бы они работали в офисе и поняли, что, допустим, удаленно это все можно делать, не обязательно Мгм. находиться где-то А, физически, какой-то контакт, мгм, ну, вот, находиться в одном помещении, здании, чтобы что-то делать, ну, чтобы эту работу выполнять. И вот все перейти на удаленную форму.
на удаленную вот работу? Ну, Дистанционно. чтобы полностью перейти, компании так не все рискуют этим, потому что некоторые люди хотят именно в офисе, прям хотят в офисе работать, им почему-то там удобнее, либо дома не хотят сидеть. А вот Coinbase, в который я устроился, они полностью решили, они были в офисе, теперь они полностью сделали удаленно. Теперь все удаленно работают. Другие компании наполовину только делают, а чтобы полностью сделать, не очень такая А тебя тенденция, наверное. устраивает какой вариант больше? Онлайн или двойной формат? Интересно, конечно, в офисе находиться иногда, потому что ты там людей видишь, с кем ты работаешь, ты можешь коллаборироваться с ними, там более такое, больше ты как бы общаешься, коммуницируешь с людьми, и легче строить отношения рабочие. Да? Ну, дома тоже неплохо. Теперь мы можем с вами разговаривать. Хорошо. Давайте продолжим череду коротких вопросов. Момент, если что, будем коротко задавать. Допустим, возьмем Microsoft, опять же, твой опыт работы там. Что самое крутое было в вашем отдыхе? То есть я знаю, что в крупных компаниях бывают там всякие приколы, типа, знаешь, там капсула для сна, настольный теннис, как минимум, я понимаю, там должен быть. У всех есть настольный теннис. Настольный теннис Даже у нас. У нас в Ингушэнерго в 2013 году был настольный теннис. Это вообще была инновация. Показатель же. Что самое крутое, вот, что необычное, что ты вот прям каждый день туда ходить? Пусть это еда, там, не знаю, бесплатная или там платная. Ну, еда бесплатная, это да, в крупных компаниях везде есть. Ты утром, днем, вечером тебя в любое время можешь прийти поесть, да? Там три раза, да, там разные ресторанчики, они все бесплатные, ты приходишь, набираешь. Это фудкорт, да? Типа издания. Да, фудкорт называется, вот стоят разные. Я на английском уже отвечать начал. Получается, ну ты, бесплатный, да, но что самое крутое тебе запомнилось вот из этих развлечений, так скажем? Самое крутое, ну, я не знаю, это самое крутое. Вот, допустим, я музыкой занимаюсь иногда для себя. А на чем ты играешь? Нравится. На разных. На гитаре мелодичную музыку какую-то. Но я не то чтобы прям пою, я не пою, просто играю музыку. И там на пианино можно чуть-чуть что-то сделать. Ну так, просто как бы поиграться. И там для меня это не так важно, но, наверное, для людей, которые очень сильно там музыкой интересуются, прям там живут музыкой, для них там комната отдельная, в которой очень много разнообразных инструментов, и они просто приходят днем, там, час посидят во время работы. Никакого тренажера для серфинга на воде, там, никаких батутов, которые тебя там подкидывают, не знаю, на 100 метров. Есть, там спортзал есть большой, хороший. Разные спортзалы, там много же кампусов, и есть спортзалы, ты идешь в спортзал, я тоже очень там пользовался спортзалами. Есть стенки такие, по которым ты лазишь, знаете, каменные. Это все внутри здания. Внутри здания, да. Да. Вот такие есть. Я не знаю, что назвать, там все есть, все, что ты скажешь, просто очень такого супер уникального, наверное, нет. Игровые комнаты с разными играми, терраса большая, где ты сидишь, кофейня, приходишь просто... Короче, все для людей, Ну, что ты скажешь, наверное, есть, но вот батуты, наверное, таких нет, это нужно там слишком, наверное. Хорошо, еще можно вопрос? В принципе, достаточно короткий. Ну, как я знаю, ты раньше занимался джиу-джитсу, там, боями, до сих пор занимаешься? Ходишь? Я с 10 лет занимаюсь спортом. В 10 лет я начал тэквондо заниматься, и до 14 лет. Потом там разными боями занимался. Там, до сих пор занимаешься? Сейчас уже времени на это не хватает, именно чтобы ходить. Так. Я хожу в спортзал, который у меня находится в моем комплексе, где я живу, так, чтобы просто за здоровьем последить. А чтобы профессионально заниматься, нет. Я когда сюда приехал, у меня были мысли заниматься ММА профессионально. Я даже ходил на пару лет ММА сюда, занимался этим. Но потом решил, что я лучше... Я, знаешь, я вспомнил историю, связанную с Рустамом.
Наверное, Рустам даже знает, о какой истории я собираюсь это напомнить. Предполагаю. Может, Ислам даже слышал. У тебя был Lexus, по-моему, на тот момент, я не помню, ну, и там была такая история насчет такси, ты помнишь, да? Помню, Вот. помню. Да, Это Ислам, ты очень не знаешь. популярный ролик, я знаю про него. Это очень популярный ролик был в то время, когда вышел, как он назывался, по-моему, там Ингуш защитил честь чеченцев, что-то Да, да, такое да, там да, было. да. И, в общем, Рустам сам можешь рассказать про него. Или мы Я, расскажем, я, если хотите. Ну, в общих хотя Как бы так чертах. получилось, что в сеть это попало? Ты сам загрузил? нет, я это не загружал в сеть. Это как всегда получается. Я никому об этом не говорил. У меня такая ситуация произошла. Кто хочет там понять там, полностью детали, может Если быть, там, хочешь, не будем посмотрит, почитает. обсуждать ее. Нет, это интересная такая история, которая на самом деле научила меня чему-то. На тот момент, это было в 2015 году, я только 3 года был в Америке, я еще был более таким, слишком Вспыльчивым? резко вспыльчивым был, да, вспыльчивым был. И а, произошло то, что он там начал оскорблять, он не знал, что я там по-русски говорю или с Ингушетии, или откуда-то, и он начал говорить неприятные вещи про чеченцев. Я, соответственно, заступился, я вытащил его Из я на машины. Uber работал, да, из машины. Их двое было, папа? Двое или Их трое вообще всего? двое ребят было и 2 девушки были, потому что Это они, пассажиры такси. это пассажиры, да. Ты водитель. Они отдельно были. Эти ребята этим девушкам там рассказывали такие Совместная вещи. поездка просто. Да. Мгм. Вот в итоге я этих ребят, вытащил, и как бы одного получилось так, что, грубо говоря, вырубил, он лег на асфальт, а второй сказал... А второго для прикола вырубил. Нет, дело в том, что, я был Не пришлось, вспыльчивый. второго не пришлось. Второй испугался, потому что второй был поменьше, первый был большой, второй рассчитывал, что тот большой здоровый парень меня как бы успокоит. В итоге так получилось, я сел в машину, уехал. Научила меня эта история тому, что да, он говорит плохие вещи, да, он был еще, наверное, выпивший чуть-чуть, и был, неприятный человек был, в общем. Но это все Лежащий обошлось очень, неприятный человек, можно сказать. очень хорошо обошлось для меня, потому что они могли позвонить в полицию, и я был бы неправ, потому что я Да, его тебя ударил. заблокировали бы еще в Юбере. Так меня могли просто выслать, я был бы сейчас с вами сидел бы, кого-то интервьюировал бы. Как С той закончилось? Брал бы стороны, интервью. отсюда. Никаких последствий, все как бы спокойно, да, закончилось? Ничего не было. Последствий, к счастью, не было, потому что это очень такое... Меня могли посадить за то, что... Они же даже, я слышал, вымогают деньги, кто-то там может Специально вымогать деньги. провоцирует, да? Шантажируя тебя, вот что-то, рукоприкладство, что-то такое. Могут. Но они были русскоязычные, эти ребята, и, наверное, у них... Менталитет не было немножко. такого. Да, они могли бы спокойно, потому что я еще их нашел на Фейсбуке на следующий день, еще написал им, что если они хотят продолжение, я еще здесь, и как бы, то есть я раскрыл им полную свою личность, говорю, вот он я. Тогда слишком был такой, Я бы слишком сказал, ты был эмоционально тогда относился. майским, да? Двусмысленно звучит. Да, наверное. Но обошлось. Я теперь просто что хочу сказать, что ты не гордишься, возможно, да? Или нормально? на тот момент я очень сильно гордился тем, что я сделал, но сейчас бы я гордился бы тем, если бы я бы сумел бы с этим человеком поговорить, Да. и сумел бы Он сделать признал, так, что он не прав. чтобы он признал, что он не прав, чтобы он, там, не знаю, даже задружиться с этим человеком, и чтобы он потом был амбассадором людей, которые там живут в Чечне, в Ингушетии, сказал бы, блин, я был таким-то, таким-то раньше, Да. эти люди просто прекрасные, я с ними потом... хочу дружить, общаться, и тогда это был бы намного больше плюс, чем Конечно. сейчас. Сейчас он просто ходит, наверное, я его не знаю. Он ходит и то же самое говорит. Я не встречался с ним. Но он, скорее всего, то же самое говорит, и, наверное, еще хуже, потому что он... Конечно. Да. Знаешь, ты на тот момент же недостаточно американизировался. То есть ты наверняка не особо отдавал себе отчет в том, что к чему это может привести. Сейчас ты как бы понимаешь, что это не стоило так, наверное. Да, давайте следующий вопрос. Еще вопрос такой. Собираешься ли ты вернуться? И вот сколько тебе сейчас лет? Тебе 30? 31.
31 год тебе. Ничего себе. Я думал, ты постарше. Младше меня на год. Да. 31. И Собираюсь ли я получается, вернуться? да, 31 год тебе. Собираешься ли ты вернуться? Если ты собираешься вернуться, хочешь ли ты навсегда вернуться сюда? Насколько, ну, то есть, ну, я не знаю, просто как это, невозможно, наверное, оценить разницу между майским и Сан-Франциско. Одно название майское. Хотя майское неплохое название. Подожди, ты По же в крайней мере, Новом, по-моему, да, жил, ага. Рустам? Есть же? Новое же этот у Ну, тебя. поселок Новый, да, но люди, наверное, не знают в Ингушетии про поселок Но Новый. люди старые, да? Ну, да, я в Майском жил, потом появился поселок Новый, Поселок который Новый. прям на границе с центр Камазом в сторону Осетии. Ну, собираешься ли, ну, Собираюсь собираешься ли я вернуться? вернуться? Навсегда. Вернуться навсегда, наверное, пока что нет такой мысли. Пока. Ты правильно. Потому что, ну, смотрите, возможно, у меня будет, возможно, я увижу какую-то возможность, где я могу быть полезным. Если я сейчас приеду туда, я могу, конечно, открыть школу программирования, сделать это, но я думаю, у нас очень много ребят, которые могут этим заниматься и делают это, и есть такие ребята, я даже, может быть, ссылочку потом поставим на Ютубе. Но пока я не вижу, чем бы я мог бы там быть полезным, вернувшись туда, куда я мог бы применить все свои знания А с именно кем, в той сфере. а если говорить о тесных связях вот с ингушами, да, ты с кем-то же общаешься из наших, Да, я я имею в виду общаюсь. не только близких людей, да, там, и друзей там из университета, может, кто-то с тобой связывался, предлагал какие-то прикольные вещи, не знаю, может, вы делаете что-то еще вместе, не знаю. Именно со стороны, с точки зрения Ну, вот развития нашел тебя в чего-то, LinkedIn, написал тебе, или там нашел где-то Facebook, сказал, блин, ты крутой чувак, вот у меня такая идея. пока такого прям, чтобы ввязаться в какую-то идею, не было предложений. И, возможно, даже если было бы, вот на данный момент мне, наверное, Просто пришлось бы занят. отказаться. Да, Мгм. сейчас я чуть-чуть занят. Помимо работы у меня еще компания, которую я пытаюсь построить. Но мне было бы интересно, если у кого-то есть какие-то идеи и что-то сделать, я бы, конечно, с удовольствием пообщался бы и посмотрели бы, что можно сделать. Потому что мне очень интересно сделать и развить вот эту сферу, IT-сферу в республике. И последний вопрос, Рустам. Последний в этом подкасте. Мы тебя, может, еще пригласим, когда у тебя будет время. В общем, я хотел задать вопрос самый простой, который у нас в заголовке. Считаешь ли ты, что покорил Microsoft? Насколько это верно было сказано мной, я, конечно, такой заголовок сделал. Да, меня порадовал заголовок. Покорить Microsoft. Покорил ли я? Ну, я на самом Да, деле скажи, не да. думаю, что покорил. Ну, допустим, устроился я туда, да, устроился, Конечно, меня взяли, работал. хотели ли, чтобы я там остался? Да, очень хотели. Ждут ли меня обратно? Да, очень ждут. Послушай, ты Что поел именно? из их тарелок? Поел. Ты зашел в их избу? Зашел. Ты вышел из нее целым и невредимым, значит, ты покорил Microsoft. Можешь всем так и говорить. Можешь статус поставить Если покорить ВКонтакте. Microsoft. Да-да. Окей, тогда давайте завершать. Тебя не Мне бы слышно, хотелось... Магомед. Махмуд, да. Что ты хотел сказать? Microsoft... Ты насчет Джайпелига хотел спросить, насколько я помню, скучает он, нет, как-то, ну, Мы это еще важный спросим вопрос. его. Это важный вопрос, но мы еще спросим отдельно по кухне, что он ест, чем занимается, как следит за собой. Давай мы сейчас поставим тебя, получается, одного. Так, как бы поставить одного? Сейчас я посмотрю. Здесь такая программка. Мы ее на донаты собрали. Мне хочется, Спотлайт поставишь, да? я хочу, чтобы ты соло, да, был. Вот так. Если не сложно, для превьюшки мы сделаем вид, что типа ты только на английском разговариваешь. Ты мог бы превьюшку 5 секунд записать, просто сказать, знаешь, как в Голливуде, там, когда записывают интервью, говорят, hello, там, I'm там Рустам Гойгов, special for internet. Так сказать, да, просто Скажи, вот эту фразу? откуда ты, да? Откуда ты, что ты, там, может, ну, просто сказать, Рустам Гойгов, ты из там Сан-Франциско,
специально для интернета. Можно, да? Ну, можешь рукой помахать прям, чтобы прям по-американски, знаешь, вот по-американски. И махает рукой так. Да. Hello, I'm Rustam Goygov. I'm from San Francisco, and I'm specially broadcasting for internet here. И если можно, еще одну превьюшку. Я хочу сделать это, чтобы Magas Times опубликовал от себя. То есть наш продакшн, их промоушен. Еще раз только сказать special for Magas Times. Интересно. То же самое? Да, то же самое, просто special for Magas Times. Hello, I'm Rustam Goygov. I'm from San Francisco, and this is special broadcast for Magas Times. Все. Спасибо большое, да, Рустам. Очень, очень рад тому, что ты уделил столько времени. 2 часа мы с тобой разговаривали. Надеюсь, мы тебя не отвлекли. Не, ничего страшного, воскресенье, все хорошо. Вам спасибо, надеюсь, кому-то было полезно узнать какие-то детали. Очень полезно, если кому-то что-то конкретно интересно, я буду рад ответить на вопросы. Пишите. Да, все комментарии, которые вы написали, мы сохраним, мы зададим, может быть, отдельно потом в текстовом варианте, может, ответить. Может, сами вам ответим. Какие-то вещи мы тоже как бы кое-где кумекаем, так сказать. В общем, все. С вами был интернет. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки. У нас всего 3 лайка, хотя у вас 20 человек. Все 20 лайков нам. Спасибо большое. Салам алейкум. Да, это Бог Рустам. Салам алейкум. Да,